Где-то здесь живет Роза Имадаева. Тоже у нее есть блог. Это наш центр. Девочки, чуть-чуть покажу вам центр. Маму посадила на стульчик. Ей ходить тяжело. Смотрите, этот дом, по-моему, раньше Сакля назывался. Это из старых домов сохранился. А вот это новостройки. Раньше на этом месте был центральный рынок. Вот его я очень любила. Хотя там не было условий, но, по крайней мере, были адекватные цены. Был еще крытый рынок, там все было дорого. А на улице нет. Сейчас чуть прогуляюсь, покажу вам обстановку в центре. А то все Беркут. И поедем домой. Смотрите, так быстро строят. Это, по-моему, лифты блестящие. Но ощущение, что сегодня не Новый год, а какой-то обычный или необычный день. Зашла в аптеку, накупила лекарств. С этим пакетом мама сама не доедет, поэтому придется мне ехать домой. Вот такая девочка, красавица. Только негритенок. Ей краска. Я слышала, что к весне вот эти все магазины уберут. Мне очень жалко. Потому что здесь есть все. Девочки, смотрите, тут жилые дома, многоэтажки, а тут это все относится к старому рынку. Обои, посуда. Раньше очень любила этот магазин Соба, только там все брала. Дальше до угла тоже магазины идут, но я туда идти не буду. Сейчас вам покажу издалека. Даже по сравнению с обычным днем очень мало людей. Просто сенсация. То ли все у елки, то ли по селам, по деревням разъехались. Ни туристов не вижу, ни жителей. Там построили новую школу. В общем, девочки, я выберу хорошую погоду в один прекрасный день. Приеду, прогуляюсь и поснимаю для вас ролик, если вам интересно. Ладно? Маму мучить не буду. У нее, как всегда, головокружение. Я просто взяла ее с собой за компанию, чтобы купить лекарства. Она у нас, как всегда, недовольна. Это пить не буду, то пить не буду. Она меня врачом не считает. Хотя для других я врач. И, в общем, очень упрямая, делает все по-своему. Что эти пятиэтажки старые не снесут. Это тоже старый дом с этой стороны. А там кто его знает. Раньше здесь был Икеа. И все не убрали. А ну-ка заглянем. Представляете? Икеа до сих пор есть в Чечне, в Грозном. Потому что эти стульчики я видела в интернете. Какая красота. Я думала, уже ничего не привозят. Вот коричневый стульчик. Даже к чистому дереву неравнодушно. Тяжелый такой. Ой, какие чашечки для кофе маленькие. Только я почему-то кофе не люблю. Чай со сладостями. Сейчас чуть-чуть поснимаю для вас и поеду домой.
Может, тут просто остаток товара икеевского. Так, может, привозят еще с Хасавюрта, с Пятигорска еще куда-нибудь. Посудка красивая. Мне свою ставить некуда. Но я все равно люблю посуду. Голубой цвет тоже обожаю, девочки. Почему я думала, что Икеи уже в России нету? Вроде Чечня это тоже Россия, насколько я знаю. Какая прелесть. Картинка. Картинка, похожая на деревянную подставку, 1200 рублей. Может, это подставка. И шикарный поднос за 1700 рублей. Табуретки. Ой, мои любимые тюльпанчики, цветочки. Это даже не тюльпанчики, похожи на одуванчики. Цветочки. Ой, какая прелесть, девочки. Я бы скупила все, но мне это уже девать некуда. Великая барахольщица, уже дом забит всем этим. Вот этот серо-голубой цвет просто обожаю. И тут надо отдельно без мамы приехать, посмотреть цены, если вам интересно. Вот давайте зайдем. Не знаю, можно или нельзя. Такие прикольные тапочки. Внизу как будто из войлока, девочки. Ой, подставки, как я люблю подставочки. Зеркала. Ой, что-то интересное увидела. Вешалка, как деревце. Главное, я никогда не любила Икею. Мне казалось слишком все какое-то типа под заграницу, простенькое. Людей уже поздравляют с Новым годом. Меня с утра поздравили. Привезли тортик сладкий, фруктовый. Спасибо моим друзьям. Вот еще интересная информация, девочки. У них еще есть склад на Грибоедово. А Грибоедово это совсем рядом. Грибоедово совсем рядом с нами. И к РТСу близко, и к Первомайской близко. Девочки, я побегу. Перед мамой неудобно мне. Она там сидит на свежем воздухе одна. Так. Ой, велосипедик. Цветочница, это тоже моя слабость, девочки. Цену не увижу, но она правда легкая. В общем, если кому-то интересно, обещаю приехать еще раз и специально все поснимать и поспрашивать цены. Я, например, люблю магазинчик. И тем более мне ехать абсолютно недалеко, без пересадок. Сейчас спрошу рабочие дни, когда... Ой, как я такую прелесть не заметила. Ага. Девочки спросила, они работают сейчас на новогодние праздники без выходных. А обычный день у них выходной это пятница, как у всех мусульман. И на Грибоедово 53, да? На Грибоедово 53 у них склад большой, там и мебель, и все. А здесь на Авторханова 43, а сам магазин. Ну это где Сакля дом,
кто живет в Грозном, знает, кто не знает, я объясню как. В общем, Икея есть в Чечне, в Грозном. Алхамдулилlah, кому нравятся такие вещи, товары, приходите. Все, меня ждет мама. Я побежала. После пары дней праздников приеду, поспрашиваю цены для вас и еще раз поснимаю. Ой, мои любимые цветочницы, цветочки. Красота. Ой, интересно. Ой, не падайте, ребята. Ой, деревянные. Не видела такие даже. Говорю, выхожу, а сама все вижу. Интересные штучки. Красивые детки. Ведерочка. Вы не поверите, я в том году купила несколько кованых цветочниц и много-много горшков в 2 магазинах. И они у меня сейчас стоят в стенке. Уже места нету, куда ставить что-то. Типа карета. Прикол. Орхидея. Маме понравились большие орхидеи. Я их куплю после Нового года еще. Всем пока-пока. Еще раз с наступающим. Всем привет. Девочки стесняются и мальчики. Я так и не вышла с магазина, уже мама стала звонить, беспокоиться. Эти диффузоры я тоже хочу. Для ванной, для кухни, для зала, для всего. Девочки, все, теперь поедем на 111 сразу домой. На Беркут уже не буду идти. Смотрите, какая большая сосна, длинная иголочки. Я бы хотела для мамы несколько веточек, елочек в вазу поставить, но срывать нельзя. А у нас во дворе есть все, кроме елок. Тут что покажу вам с этой стороны. Это все сакля. Здесь тоже родственники живут к ним. Мама моя устала меня ждать. Уже убрала стул. Сейчас будет ругаться. Но к этому я уже привыкла. В общем, девочки, сегодня выходить на Беркуте я не буду. Поедем домой. Чуть-чуть приберу, что-нибудь приготовим. Хотя мы с мамой толком ничего не кушаем. Мама любит яблоки, а я живу на сладостях. Очень мало машин, очень. Что делать? Лишь бы дождаться 111-го и поедем домой. На сегодня прогулки хватит. Ждем нашу маршрутку и без пересадок поедем домой. Пока ее нет, то снимаю еще голос. Ой, уже едет. Да, все, девочки и мальчики, пока-пока. Надо занимать места и ехать домой. Если бы я одна была, я бы, конечно, побольше поснимала. Всем крепкого здоровья. Кто празднует, кто не празднует. Всех с наступающим. Все равно Новый год — это праздник детства. Будьте счастливы, будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.
наш родимый.